Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу провести беседу с людьми, прожившими в Чечне обе войны. Это Людмила Захаровна Самарай. Самарай и ее сын Валерий Петрович. Я просто приезжал между войнами. Людмила Захаровна, к вам вопрос. Вы с какого года приехали в Чечню? 22 января 1955 года. Тогда чеченцы еще не вернулись из ссылки? Нет, еще не вернулись. Значит, возвращение было как раз при вас. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Возвращение было при вас. Расскажите, как это происходило. Ну, это происходило, когда они возвращались. Я, например, видела, пришла с уроком домой, а я жила при школе в комнате, ну, с мужем уже жила. Замуж вышла, жила с мужем. Дали нам комнатку при школе, и окно выходило в задний двор ну, за школой, понимаете, не при входе в школе, а в задней стороне. И вот, когда я однажды уже пришла с работы, с уроков домой, и смотрю в окно, и увидела, что там под всей стеной задней сидели, лежали чеченцы с детками. Ну и, конечно, я сначала подумала, думаю, а что это такое? А потом, когда опять вернулась в школу, я говорю, а это что за... Потому что я же на уроках была. А это что? А мне сказали, это возвращаются чеченцы. Ну вот, а говорю, а как же так, что они... Ну, говорят, что им еще не предоставили место жительства, где им размещаться. Ну вот они, значит, там, наверное, с неделю они под школой были. А остальные, я же не знаю, остальные куда там возвращались. Это я видела здесь, где я работала и жила. А что дальше происходило? Дома их и были заняты. Что Где дальше они происходило? разместились? И дома были заняты. Да, а дома были заняты. Ну, а потом им дали свободные земли, дома как были заняты, там же уже люди, конечно, которыми заселили потом это село, оно было небольшое село, колхозное называлось. И когда чеченцы приехали, уже вот им потом сельсовет дал участки для того, чтобы они строили свои дома. Ну и они начали, конечно, строиться все. Строили дома, размещались в этих домах. Правда, которые были, вот, например, у нас был при школе чеченский дом. Ну, они там какие были дома раньше, когда я приехала, вида бараков, понимаете? Вида бараков. И вот, например, это наш был прикрепленный школьный дом, назывался. Я даже там, когда только приехала, там жила в одной
Там вот в этом бараке было 4 комнаты. И нас там проживало 4 учительницы. Каждой учительнице давали по комнате. А когда чеченцы приехали, вот, правда, там еще у нас до чеченцев поменялся директор, так мне дали вот при школе комнатку, а его семью поселили, нас всех оттуда выселили, а директора поселили. Вот. Но когда вернулись чеченцы, то пришлось сельсовету освободить этот дом, и вот там, значит, вот эти 4 комнаты дали, знаю, чеченцам. Вот. А где еще давали, я не в курсе дела. Вот где там еще давали дома. А этот дом, знаю, дали. Вот. Ну, и они, там же были большие участки. Вот, например, при этом доме был большой участок, и поэтому там несколько семей уже начали строиться. Ну, а там, наверное, и дальше уже, дальше я знаю, что выросли уже эти, раздвинулись улицы, потому что там уже строились чеченцы, появлялись все новые и новые дома. Ну, Конфликтов вот не было между русскоязычными и чеченцами? Еще раз вопрос, еще раз. Конфликтов не было между русскоязычными Не было жителями? в тот момент. Нет, конфликтов не было, не было. Спокойно. Вы прожили практически всю жизнь в Чечне, в городе Аргуне. 40 лет. Вот. И какое у вас мнение было о жизни на Кавказе во время СССР? Но вы знаете, мы вот сейчас переписываемся, я с коллегой, например, еще одна жива коллега тоже, моя заучим была у нас, мы переписываемся. Мы, конечно, вспоминаем, ну вот, как говорится, с добрым всем, светлым. У нас такой хороший был коллектив в школе, что у нас осталось об Аргуне самое хорошее воспоминание. Ну вот в 90-х годах СССР развалился. Начался путч. Чеченцы поддержали, как я знаю, Ельцина в этой ситуации. И потом я слышала, что Ельцин приехал в саму Чечню. Да. Вы помните эту встречу? А я ее не видела. Это же в Грозном была встреча. Вот. А в вашем городе как ее восприняли? Ну, просто хорошо восприняли, сказали, что он, правда, сказали так, что он даже не вышел из поезда на перрон, на ступеньках. Стоял вагона на ступеньках и выслушал чеченцев, там, какие претензии, он спросил, какие претензии. Ну, они, конечно, ему сказали, что вот чем они недовольны. Этого я не слышала, сама не знаю. А так от учителей слышала, потому что у нас несколько учительниц, 2 или 3, были из Грозного сами. Они ездили ежедневно. Вот. Но он спросил, что вы хотите, что вам надо. А они ему сказали, что им нужна независимость. Он говорит, вы хотите независимости? Берите ее, слышала от своих коллег. Вот так они рассказали. Что Ельцин сказал, берите сколько вам угодно.
независимости. И вот с этого все началось. Но не сразу. Так они потихонечку сначала говорили, что это земля наша, что вам придется освобождать нашу землю. Ну так, культурно, в начале. Я хотела заметить, что тогда независимость взяла не только Чечня. Тогда много автономий стали суверенными. Татарстан, Дагестан, ваша же соседка Ингушетия. Да, Вплоть да. до того, что даже маленькая Тува стали тогда независимые. Но когда Россия стала подписывать федеративный договор, она вынудила президентов вот этих стран подписать федеративный договор и снова войти в состав России. Чечня этого не захотела. Наступил 92-й год. Вот как вы жили уже в это время? Как складывались теперь ваши взаимоотношения? Это было за 2 года до войны. Ну, это, наверное, если я вот так помню, что... Сейчас вспомню. Наверное, когда уже зарплату не платили, да? Когда нам вместо зарплаты уже давали или сахара мешок, или муки мешок. Ну, вот так нам продуктами давали вместо этого, да? Ну, как-то мы, я не знаю, воспринимали, как будто так и положено, не знаю. Вот именно в эти годы и по версии СМИ России и начался геноцид русских. Геноцид русских – это не бытовые преступления, не бытовые взаимоотношения или скандалы. Это что-то большее, то, что поддерживает сама власть, сама страна, что поддерживает президент. Было ли это на самом деле? Слышала ты, мама, или нет? Стали говорить тогда, что в этот момент начался настоящий геноцид русских от Чеченской Республики. Геноцид это означает, что это не просто отдельные люди, а это целая политика государства, ну, в тот момент типа Дудаева, по уничтожению русских. Было ли такое? Нет. Я не слышала такого. В Аргоне такого не было. В Аргоне такого не было. Да? Не было. Нет. Чтобы уничтожали русских? Да. Не Ну, было. именно, скажем так, массово не было такого. Нет, не было. А были ли преступления на бытовой основе? По отношению к русским, к чеченцам, ко всем, кто жил в Чечне в те годы? Были ли преступления на бытовой основе? Ну, то есть отдельные, частные хулиганы, бандиты, грабители. Ну это когда вот эти, как и у нас, разбойные нападения, да. конечно, Изнасилование, нападения, были. что было? Отнимание там. Да, это было. Вот это было, что... Ну, я приведу свой, например, когда на нас, да, было нападение вероломное, там, когда в милиции уже составляли акт, то писали вероломное нападение. Вот. Ну, вероломное вы можете представить, как это вероломное, что там и дверь хотели выломать, и окно выбили вообще, били, да, и стекла повыбивали, и рамы
уже старались, чтобы не напрыгнуть в окно. И рамы галыши бросали, вот, чтобы выбить вот эти деревянные рамы. Там же окна-то узкие, не такие вот, как сейчас у нас огромные. А там, чтобы попасть в квартиру, в дом, так надо же выбить все окно. Ну вот. Мы, конечно, спали. Это было 1:00 ночи. И слышим какой-то грохот, но мы подумали вообще, что началась война или что такое, грохот такой. Ну а когда подбежали к двери, то почувствовали, что ломают дверь. Ну, хотят вырвать ее, понимаете, уже видим, что, ну вот дергают, но не могут выдернуть эту дверь. Ну, наверное, добротно было построено. Вот. Дом-то новый, сколько лет он там, ну, 60, 30 лет, ну, ничего. Вот. Ну, а потом муж там стоял в зале у окна, отбивался, они галыши бросали сюда, он назад бросал эти галыши. Цветы на окне у меня в горшках стояли, он и цветы эти бросал, галыши летели, там у нас напротив пианино было, пианино, там следы даже у нас остались от этих галышей. Вот, а я выбежала на веранду, ну и думаю, смотрю, соседи слышат или нет. И смотрю, они дверь открыли, я открыла форточку и кричу: баба Юля, сообщите Адаму и Баширу, что к нам лезут, ну, ломятся. Она говорит: зараз. И Переведи сейчас по-русски. сейчас, да, она говорит, сейчас. Они услышали, и двое, их 4 было, двое перепрыгнули. У нас штакетничек был и калиточка, но они же не знали, что там калиточка. Прыгали через штакетник. 2 туда, 2 тут остались. А муж в это время мой говорит: иди сюда. Те убежали, а эти тут уже пытаются влезть в дом. И он открыл мне дверь и говорит: беги огородами, беги, беги, ну, убегай. Вот, я, конечно, побежала, не знаю, как я перепрыгивала там через эти заборы, вот сейчас даже не могу представить. И попала я, конечно, в двор директора моей школы, где я работала. С ней мы поехали в милицию. А муж в это время, когда эти уже пытались спрыгать сюда, я убежала, они уже выбили эти рамы, пытались. Он открыл, он потушил свет и выбежал сам. И пока они прыгали сюда, а уже ж темно, свет выключен, он за это время выбежал в калитку и побежал сразу к этим соседям, чеченцам. А чеченцы уже, Адам там у нас выбежал, и Башира позвал. Но он, правда, выбежал с пистолетом сразу, стал стрелять в гору. Воздух. Ну вот, а те, потому что уже стрелять начали, они выбежали, и через эти, Адам же со стороны калитки, а у нас вход был со двора в дом. Так они из дома и другой стороной выскочили, и когда уже за ними бежали вот эти чеченцы, и Башир, и Адам, то по дороге
валялся телевизор, пальто мужа, костюм, конфеты, вазы хрустальные мои. Ну, в общем, что они смогли взять, понимаете, все они побросали и убежали. И они, конечно, Адам и Башир их не догнали. Ну, а потом мы-то уже в милиции, там акт составили с директором моей школы. Вот. А где Петя? Ну потом он, вот я сейчас даже, как мы уже потом встретились, даже вот честно не помню, как мы встретились. Или он тоже в милицию пришел, наверное, где акт составляли. Вот, ну и что, уже как? Сами понимаете, в каком состоянии мы пришли домой. Ну, а потом началось следствие. Сначала я их не узнала, этих, которые... Ну, я же побежала на веранду, а муж, откуда он их знает. Вот. А потом уже через своих родителей мне сами, вот эти, которые выбежали нас спасать, и один из них через своего сына, а он учился у меня, сын его тогда в 8 классе или в 9 уже не помню. В общем, узнал через некоторое время и пришел и сказал, говорит, только, ну, никому не говорите ничего. Ну, а там в милиции тоже один из моих учеников был, Дикиев. Как его звали? Дикиев. Ну, в общем, не помню. Уже начали вести следствие. И Дикиев тоже сказал мне, что мы уже знаем, уже, говорит, нашли, кто к вам ворвался в дом. Вот. А потом отошло следствие. А когда началось следствие, мама одного из этих, даже это были 2 ее сына из одной семьи, она пришла ко мне, она уже знала, что я уже знаю. Она пришла извиняться, а я ей сказала, Бог им судья. Я ее выслушала и сказала, Бог им судья. И все, больше я не ругалась, ничего с ней. Вот. Ну, а тут же вот это случилось. У меня там где-то записано, но мне очень тяжело это вспоминать. Но где-то есть записано в моих планах, конспектах, когда это случилось, по-моему, или сентябрь, или ноябрь. А тут же вот через несколько месяцев и началась война. Война-то началась у нас тоже где-то, я уже теперь и не помню. Но знаю, что 90, сейчас скажу. Ну, наверное, 95-й год. Вот. А что я не помню? Надо было... 94-й, да? Да, а в 95-м мы уже сбежали оттуда. Да, 94-й. В общем, последние месяцы 94-го года. Потому что мы в феврале первый раз сбежали. Подчеркни, что одни напали, а вторые защитили. Да. Ну вот, тут, видите, надо что отметить. Что одни напали, да, вероломно на нас,
а другие защитили. Чеченцы. Ну, вот еще что отметить, что вот и во время войны, вот хотелось отметить их, наверное, человечность, гуманность. Вот они же все во время войны повывозили все свое имущество, можно даже назвать, потому что они все вывозили в горы к своим родным родственникам и сами уезжали, потому что ну, сильно бомбили нас. Вот эти снаряды летели. Я даже один раз не успела выбежать в подвал, чтобы спрятаться. И на веранде как раз вот стою вот так, и прямо вот на порожках, где если выйти на порожках, так, наверное, поубило меня, если вышла на порожек. Прямо вот снаряд этот, знаете, летел. Вот забыла, что же я сейчас расскажу. Сейчас. Я говорила о том, что они все вывозили. И даже и сами уезжали, и нам предлагали, едемте с нами. Ну что вы ждете, чтобы вас убили? Едемте. Мы ни в какую, говорим, будем уже в подвале сидеть, в подвале. Вот. А мебель, они все-таки, давайте мы хоть вашу мебель сохраним, вывезем. Так что мебель они вывезли, холодильник, все вывезли. Оставили так, что нам необходимо. И сохранили все. Вот даже и сюда мы мебель привезли свою, ту, которую нам чеченцы сохранили. Это такая память об их таком хорошем отношении. Ну вот, и знаете, вот когда было тяжело, мы оставались, а многие же уже уехали, а мы оставались все-таки. Муж мой говорил, да все уладится, все будет хорошо. Вот, и вот сидели до последнего там. А когда чеченцы уезжали и приезжали, они несколько дней там пробудут, а потом все-таки же волновались за свои дома и приезжали, чтобы посмотреть, целый их дом или разбитый, потому что там или сгорал дом, или разрушался, когда эти снаряды летели. И вот когда они приезжали, обязательно заходили к нам и спрашивали, ну как, вы живы тут, живы? И обязательно приносили лаваш, обязательно. Ну, потому что там уже ни магазинов, ничего не было. Ну вот, это вот надо отметить такое обязательно. И сейчас вот они же, и сейчас все, они очень многие по всему свету разъехались. Из Швейцарии приезжают, из Австрии, из Германии, из Испании. Но они везде, где их только нет, моих учеников. Они всегда заезжают. Извините, конечно, что я заставила вас вот это вспомнить все. Чуть-чуть громче. Извините, что я заставила вас это все вспомнить. Извините, что я заставила вас это все вспомнить. Знаете, вот не зря, вот я, вот хочется отметить, что чеченцы это народ, действительно, вот о котором писали и Пушкин, и Лермонтов, и Толстой. Это народ действительно такой вот, я даже себе записала,
потому что знала, буду волноваться. Это народ, который в тяжелых условиях сохранил свои древние обычаи, культуру и дружбу со всеми народами, не озлобляясь за тяжести своей жизни. Ну, как они рассказывают, как их угоняли там в вагонах для скота, как они теряли близких по дороге. Ну, собственно, теряли все. И дома, и семьи свои. Ну, поэтому мы всегда о них, вот коллеги мои, и мы даже говорим, что если бы не война, мы бы так и жили там. Вот, честное слово, если бы не война, мы бы так там и были. Теперь мне хотелось бы спросить вас, Валерий Петрович. А? Меня, Деш. А? Да. Валерочка, что? Хотела бы спросить меня. Вы наверняка выросли с чеченцами. Они были вашими друзьями детства, юности. Расскажите, пожалуйста. Как вы относились? Да, я родился и вырос в Чечне, в городе Аргун. И я счастлив, что я родился именно там. Если бы мне предложили выбрать, где родиться снова, я бы снова родился. Хотел бы родиться там, в Чечне. Вырасти среди чечен. Я хочу подчеркнуть, что именно чеченцы и кавказцы вообще научили, так как по кавказским обычаям, законам, очень сильно любить в первую очередь своих родителей, мать, отца, бабушек, дедушек, уважать старших. Да, это самое... Это то, чему должны учиться все, кто не живет на Кавказе. Это самое главное. Вот. Я учился многому. Естественно, конечно же, и чеченцы учились вот у мамы, мои друзья. Мы очень были дружны, мы в школе были вместе, мы играли допоздна в футбол, баскетбол, мы вместе ходили на тренировки по дзюдо и самбо, это тоже мне очень помогло в жизни. И очень важно, что чеченцы научили меня ничего не бояться. Это очень важно. Они научили, дали мне как бы наравне с моим отцом, вот мои друзья, закалили мой характер. И это мне очень помогло в дальнейшей жизни. Я до сих пор поддерживаю связь, с удовольствием поддерживаю связь. Я минимум, каждый день минимум с 5 людьми общаюсь. И на самом деле эта связь такая, что я просто не могу эту связь не поддерживать. Я очень скучаю. Это знают все мои друзья. И при первой возможности еду на родину. И мама меня даже отпускает. Отпускала, пока не было вот этой русско-украинской войны, пока Россия не напала на Украину. Я ехал с удовольствием. И мама за меня не переживала. К сожалению, все поменялось со временем агрессии России против России. Ну вот, к сожалению, я не хочу расстраивать маму, хотя мне очень хочется туда поехать. Я еще раз подчеркиваю, что я нахожусь на связи, мы активно общаемся, мы продолжаем дружить.
Я не побоюсь этого слова, мы любим друг друга. Мы всех наших чеченских друзей, я надеюсь, что не любят. Вам не кажется, что Украина сейчас повторяет судьбу Ичкерии? Да, Украина сейчас испытывает ту же агрессию российскую, которая первоначально была испытана на Чечне. Это правда. Я скажу больше, когда была чеченская война, точнее две чеченских войны, между войн я приезжал, мы, естественно, во время обеих войн очень переживали и за родителей, и за родных, и за друзей, и за всех. Тогда не было мобильных телефонов. Первоначально можно было звонить по обычному телефону. Потом, к сожалению, связь была утеряна. И это было самое тяжелое время. Вот между войнами мне удалось, я ездил, я был в Чечне в 95 году, я был весь август и весь сентябрь, когда мы забирали родителей. Я виделся не со всеми, тогда мне удалось увидеться, к сожалению, даже небольшое количество людей даже погибло, наших друзей. Кто был в отъезде, конечно, люди по возможности уезжали подальше от войны, кто-то воевал. Вот. Я увидел очень мало людей, но по сравнению с тем, сколько я знал, но мне удалось со многими пообщаться, поэтому я знал из первых уст, что происходило, как это было, как это все развивалось. То есть я знал и от родителей, и от соседей, и от моих друзей, кого я увидел, и просто от незнакомых людей, с которыми я дважды ехал в поезде в сторону Чечни, и дважды из Чечни, вот в те 2 месяца. Было очень много рассказано о том, что на самом деле, всего за это короткое время не расскажешь, но я хочу подчеркнуть, что это, конечно, была война. Были проявления одновременно очень плохого, но и было проявление очень хорошего. С одной стороны, то есть я расскажу случай, который я услышал в поезде от мальчика, который ехал со мной в 10 класс, как в Грозном, и к семье его соседей, кстати говоря, русскоязычных соседей, приехали совершенно там пьяные так называемые партизаны, контрактники, федералы, и стали приставать к жене этого вот хозяина дома, моей 10-классницы. Отец, естественно, встал на их защиту, его избили, потом, если я правильно помню, его, когда он еще раз попытался защищать, его просто убили. Мать и дочку просто изнасиловали и уехали. Поэтому говорить о том, что агрессия была только со стороны чеченцев, абсолютно неправда. Со стороны, конечно же, и чеченцев были отдельные агрессивные действия, вот как, например, нападение на моих родителей, о котором, как известно, у нас в городе. Были и изнасилования, но изнасилования бывали с обеих сторон. И я думаю, что большей частью они были со стороны федералов. Это мое личное мнение из того, что я слышал. Вот. Однозначно я хочу подчеркнуть, что вот после, это мама еще сама добавит, я просто как бы напомню, сама скажет. Когда эта первая война началась, где-то в феврале месяце, уже там почти в городе никого не оставалось, но бомбардировки бывали очень часто, и обстрелы артиллерийские, и стреляли это, конечно же, из пушек, и бомбы кидали, это понятно, что федералы, а не чеченцы, так. Наш отец даже был контужен, он в какой-то момент был уже просто в нервном истощении даже, и в этот момент мама сказала, что надо уехать. И именно вот, опять же, сын наших соседей, Рустам Усманов, в момент вывез как беженцев в Махачкалу, там они получили статус беженцев, правильно? Да.
статус беженцев. И мы очень благодарны, Да. да, мы очень благодарны этой семье, что вот они вывезли. И Рустам с женой, они с нами тоже на связи. И уже несколько раз приезжали сюда. Вот. Мы очень благодарны. Так вот, когда они уехали, какое-то время побыли здесь родители. И потом мама поехала за пенсиями своей и папы в Георгиевск. И оттуда, не предупреждая нас, поехала в Аргун. Мы даже не знали об этом. Нам уже позже сообщил Шамиль Шапиев телеграммой, что мама приехала в Аргун. Так вот, мама приехала, зашла в дом, вещи были спрятаны в подвале, зашла в подвал и увидела, что половины примерно вещей уже нет, их украли. Но, как оказалось, их украли совсем не чеченцы, а внук наших русскоязычных соседей. Вот так вот. Он подгонял машину, это видели очень многие, и просто увозил. Аргументом было то, что он сказал, они все равно уже никогда не вернутся. Поэтому можно все это забирать. Я подчеркиваю, что это сделали не чеченцы. Как мама сказала, чеченцы сохранили полностью мебель. Наши соседи, прекрасные люди. Мебель, мягкий уголок, там, еще диваны, еще холодильники. Все это вернули. Все это даже большей частью до сих пор есть. Телевизор и все прочее. Вот. Так вот, я хочу подчеркнуть, когда мама приехала, и она увидела, что чего-то нет, вот у нее руки опустились, она села на порог и заплакала, так? И вот примерно в это же время зашел во двор наш очень близкий друг нашей семьи, к сожалению, его уже нет живых, царствия небесного, Далагеч Дойла Тумна по-чеченски. Значит, и он зашел и сказал: Людмила Захаровна, я уже все знаю, мне передали. Потерпите, посидите полчаса, я привезу вам все самое необходимое. Вот. И он уехал, и через полчаса привез картошку, соль, сахар, хлеб, ну, в общем, чай. Да, все, что надо. Но важнее, конечно же, было само внимание. Это было намного важнее. И я хочу подчеркнуть, он же сообщил, да, я хочу подчеркнуть, что в этом вся суть Кавказа. Что когда соседям, близким, да и незнакомым людям тяжело, тут же все приходят на помощь. Я и мы это испытали не один раз, много раз. В этом вся суть Кавказа. Мы за это очень благодарны. Это то, чему надо учиться всем остальным. Благодаря этому все маленькие кавказские народы выживают уже много столетий. И выживают, несмотря на тот геноцид, который чинила украинскую мову, осуществляла российская царская власть в 18 веке во время Кавказской войны. Потом 23 февраля 1944 года, когда выселяли чечен, ни за что, просто обвинив в том, чего не было. Ну и во время 3-4 войны, которые друг за другом прошли. Именно эти, так сказать, человеческие качества и позволяли друг другу помогать и выживать всем прекрасным людям Кавказа. А можно я еще скажу? Ну, все знают, что война жестокая и отвратительная. Войну было всем трудно. Больно сживается сердце, когда думаешь о войне. Но я уже говорила там, а вот хочется сказать, что я хотела сказать. Магазины не работали, было время, что кушать было нечего. Невольно вспоминаю и сейчас строки
Раисы Ахматовой, чеченской поэтессы, которая в своем стихотворении написала: «Какую бы ты ни избрал дорогу, какая бы ни выпала судьба, а в трудный час кусок ржаного хлеба ты с другом, как надежду, раздели». И они делились. Вот это. Давайте я, пока мама приходит в себя, добавлю. Значит, ну, я хочу сказать следующее. Еще раз, что это была война. Это были, ну, очень, скажем так, всякие жестокие случаи с обеих сторон. Это мародерство было с обеих сторон иногда, но так как я знаю, мародерство со стороны федеральных сил было намного больше. Если со стороны чеченцев это были только частные отдельные случаи, в принципе, вот, то, например, федеральные войска целыми самолетами, вагонами вывозили и пианино, мебель, не говоря уже о каких-то мелких драгоценностях там, и так далее. Хочу подчеркнуть, что ну, я приведу просто несколько фактов. Значит, моя двоюродная сестра по папе, они с мужем всю первую войну провели в Грозном. Они жили в доме, в котором фактически, кроме их квартиры, наверное, целых квартир не осталось. Всю эту зиму они провели там. Слава богу, они вовремя вывезли своих 3 сыновей. Вот. И, ну, Инночка ее зовут, она мне рассказывала, как это было, как они находили общий язык. Там шли беспрерывные бои вокруг. Это была та зима, когда под руководством того министра обороны России, который был Грачев, они все пытались взять президентский дворец и все прочее. Вот. Так вот, Инночка, она все время с Юрой, это ее муж, находили общий язык с теми людьми, которых российская пропаганда называла чеченскими боевиками. И они постоянно обменивались едой, друг другу помогали. Инна с Юрой, у них было много картошки, давали этим ребятам, чеченцам. А чеченцы постоянно их снабжали мясом. И они их абсолютно не трогали. Вот как это ни парадоксально, как бы там российская пропаганда не рассказывала, вот так происходило. На этом уровне они даже решали вопросы освобождения простых солдат российских военнопленных, которые, конечно же, были виноваты меньше, чем их командиры, особенно высокопоставленные во всем этом деле. И то есть вот Инна мне рассказывала случай, когда она ходила, просто просила вот этих ребят чеченцев, ну, убеждала их в том, что это же, что они выполняли приказ, они не виноваты. И эти ребята чеченцы, вот этих простых ребят, просто отпускали во время боев. Вот такое было. Вот это было нормальное взаимодействие чеченцев и не чеченцев. К сожалению, бои шли, был штурм вот этого президентского дворца, который был в районе вокзала и в районе цирка. И там жила наша учительница Махитарова Ада Христофоровна. Мы долго с мамой, еще много лет пытались узнать ее судьбу. Я приезжал в Чечню в 2011, 2012 и 2013 годах. И только, наверное, в 2012 году, не сразу, со 2-го года, я узнал, что она во время вот этого штурма, долгомесячного штурма, когда нельзя было ни выйти, ни зайти в этот район, она жила в районе цирка, она просто умерла с голоду. И вот сейчас я просто, ну, и этого до сих пор еще не все знают. Вот я поделился с Асламбеком Абдуллаевым вот буквально 4 дня назад.
именно этим воспоминаниям. Он этого не знал, и он просто не мог найти себе места. Он был в это время в Аргуне, и он говорит, мы бы отдали последнее, если бы, во-первых, мы знали, а во-вторых, если бы туда можно было пройти. То есть туда просто нельзя было пройти. Был штурм, а я хочу напомнить тем, кто забыл, что было масса погибших именно в том районе. Тела просто валялись на улице. И в первую очередь чеченская сторона все время предлагала перемирие для того, чтобы собрать своих убитых и похоронить, собрать раненых. И российская сторона почти все время отказывалась. Очень много фактов. Я никого не удивлю, кто в курсе этих событий. Просто в Грозном, это очень многие говорят мне, очень многие тогда рассказали, когда я приезжал. И русские, и украинцы, и те, кто, и чеченцы, и ингуши, которые были в Грозном прежде всего, с кем я встречался, они рассказывали, такой ужас был, что эти трупы просто ели собаки российских солдат и вороны. Вот и все. А российское командование просто тупо пыталось захватить президентский дворец. Туда его. Вот и все о человечности. Так? Но ради справедливости, конечно, я хочу подчеркнуть, вот был задан вопрос, были ли бытовые случаи, так сказать, да, со стороны и там и федералов, и российских, и чеченских. К сожалению, были изнасилования. Ради, значит, правды надо сказать, что была изнасилована наша учительница Вера Петровна. Правильно, мама? В Аргуне. Было, но это не было государственной политикой Республики Ичкерия. Это не было геноцидом. Это были бандитские проявления, которые осуждались, безусловно, и осуждаются. Вот. Но, к сожалению, наверное, в тот момент не было адекватной реакции на такие вещи, надо это признать. И я думаю, что мои друзья на меня не обижаются, когда я приезжал, мы по кавказским обычаям, мы в уважительном тоне абсолютно все вопросы обсуждали, мы вспоминали эти вещи. И забывать такое нельзя, ради того, чтобы такое не повторялось. Такое было, но это были единичные проявления. К сожалению, было и такое, что вот Холошевскую... Ну зачем это? Ну, скажем так, она тоже была убита бандитами, но абсолютно все чеченцы это моментально, ну, как сказать, осудили. Абсолютно все это осудили. И поэтому, как бы даже мне было сказано, вот, и маме было сказано, кто на них напал. Чеченцы тут же сообщили, кто напал, 4 людей. Сказали, что ну, однозначно и мама же вот пришла. Ну, мать раскаялась за эти. Сами сыновья там, допустим, нет. Матери какие могут быть претензии? Никаких. Она пришла, она свой шаг сделала. Правильно? Поэтому не может быть как бы никакой речи о том, что был геноцид, именно геноцид там, русского или украинского народа. Нет. Но надо не забывать, что я хочу это подчеркнуть, что чеченцев, конечно же, власть советская и российская, еще раз подчеркну, трижды оскорбила и обидела вот этими войнами, которые она вела, когда погибло каждый раз по 300 тысяч человек. Это не новость. Я могу показать статью в газете «Аргун», где совершенно четко написано, что во время последних войн погибло 300 тысяч людей. Эта цифра не выдумана. Я готов представить эту газету. Газета «Аргун». Вот. Ну и это как бы все сведущие люди в курсе этих событий. Вот. Ну и хочу подчеркнуть больше того, а федералы, в свою очередь, конечно, всем известно, кто сейчас только хочет изучить
тонкости ведения войны этой на Кавказе, то сейчас несложно найти и описание концентрационных лагерей на территории Чечни, не чеченских, а российских, которых просто сажали в клетки людей, и они в неподвижном состоянии сидели сутками, и кто пускал. Как наш друг, это есть рассказ в интернете, наш друг всей семьи, Андрей Завриев, был арестован. Его забрали в карьер вместе с другими, человек 20-30 ребят, чеченцев и постарше людей. Их просто обливали зимой холодной водой. Рассказ есть в интернете. Его несложно найти. Я пытался даже с Андреем говорить на эту тему, он просто отказался. Вот. Это реальный случай. Никто не хочет вспоминать. Никто, конечно, не хочет вспоминать, но если мы не хотим, чтобы это повторялось, это вспоминать надо. Это тяжело, это больно. Наш друг Халид Сугаипов, который учился с нашей сестрой, моей сестрой Ларой Самарай, и еще с одной двоюродной сестрой, тоже в Аргуне она была, Надей Самарай. Вот они сейчас ехали в Германию, они сейчас там сидят. Например, его племянник во время вот этих событий просто возвращался из Мискер-Юрта, и он просто не дошел до дома. То есть он был убит российскими федералами. Вот его сестра осталась одна. И сестру уже воспитывал сам, ну, в смысле племянницу, сам. Таких случаев очень много. Ты лучше скажи, как Рустам вот последний свой приезд, как он пришел и говорит: Людмила Захаровна, поедемте в Арму. Да. Я вот, мама правильно говорит. И я ездил когда. И когда я выезжал, мне все наши друзья, знакомые, учителя, все говорили: Валера, обязательно все вместе. Нет, а он как? Привозите в первую очередь маму. Ее здесь примет любая семья. Вы можете потом уехать, он сказал. А мама пусть останется здесь. Пусть мама здесь поживет. Ты же, говорит, знаешь чеченский язык, ее никто не тронет. Она всем будет как мать. Вот. И я это точно знаю. Я абсолютно уверен. Я хочу подчеркнуть, это то, чему надо учиться всем кавказцам, особенно у чеченцев. Это когда приезжает там гость, то становится очередь, чтобы этого гостя принять в своем доме. Больше того, даже если это приезжает незнакомый человек, и люди на Кавказе узнают, что ему негде спать, этого человека не оставят без крова. Его обязательно заберут, и он будет. Это почему? Мне понравилось, что он сказал: ну, поедемте. Поедем, я говорю, у вас уже билеты. Мы вам сейчас купим и билет, все, полетим. До Минвод, да, а с Минвода это машиной поедем. Знаете, как все будут рады. Какой это сюрприз будет для всех. Да, это все правда. Ну, я не Это могу правда. уже. Просто маме уже 90 лет исполнилось на прошлой неделе. Ей уже, конечно, тяжело. Тяжело ходить. Тяжело ходить. Поэтому мама с удовольствием сама всех приглашает в гости. С нами на связи, и по интернету мама. И я ей просто сообщаю, кто что написал, привет и передал. От мамы передаю. Вот. Мама постоянно смотрит, там вот у нас альбомы стоят, фотографии. Мама помнит абсолютно всех учеников и в большинстве своем даже их родителей. 40 лет. Мама воспитала 40 поколений детей разных национальностей. В первую очередь чеченцев. Огромное вам спасибо за беседу сегодняшнюю. Я думаю, что наши зрители теперь наконец-то поймут, что на самом деле происходило в этой маленькой стране, которая подверглась страшному нападению большой и сильной соседки.
То же самое, что сейчас происходит в Грузии, в Украине, Ну, и может произойти в любой стране. Да, спасибо вам. Еще раз. До но свидания. мы всегда за столом, когда бы мы не собрались, мы всегда вспоминаем Аргун. Да. Вот, Всех знаете, наших соседей, всех, вот, знаете, всех наших школу, знакомых, друзей, независимо от национальности. И просто как бы одинаковое примерно было количество, когда у нее, ну, какой-то средний момент и чеченцев, и русскоязычных, там были и азербайджанцы, и грузины, и евреи, и украинцы, белорусы, и армяне. армяне. Все И, национальности. да, никто, конечно, друг друга не делил. Не делил. Все равны были. Если и была, ну, скажем так, мы считаем, что чеченцы имеют право не забывать, что они были обижены. Вот это мнение наше. Они не просто имеют право не забывать, они обязаны это не забывать, чтобы с ними такое не творили снова. Это такой урок. Людмила Захаровна, у вас есть сейчас хорошая возможность что-нибудь сказать вашим бывшим ученикам. Надеюсь, они вас смотрят. Скажите. У тебя есть хорошая возможность что-то сказать всем своим бывшим выпускникам. Дорогие мои, милые, хорошие ученики и ваших родителей, мои коллеги, я всем вам желаю здоровья, 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 больших успехов, удач во всех делах, которые вы делаете. Ибо, ой, сейчас. Вот слово выскочило сейчас. Помните, что я о вас, о всех помню, люблю вас всех, вспоминаю и вас, и ваших мам, и ваших пап. И желаю всем вам и вашим семьям всего самого доброго, самого светлого, любви вам большой, радости большой и всех земных благ, которые я не перечислила. Люблю вас всех, помню вас всех, и вам большое спасибо, что вы меня помните, не забываете. Низкий вам всем поклон. Здоровья вам, Людмила Захаровна, и долгих лет жизни, и мира вашей стране Украине. До свидания. Начало так называемому геноциду русских было положено еще в далеком 91 году. Вот что я нашла в старой газете «Свобода» за 27 августа 91 года. Зачитываю. На заводах и предприятиях города Грозного неизвестные лица, представляясь сторонниками исполкома ОКЧН, занимались провокациями русскоязычного населения, вынуждая их к массовому обращению в центр с просьбами о защите и присылке войск. Ключевое слово, думаю, здесь присылка войск.
Они грубили, стращали, мой уезжайте, а не то. Исполком ОКЧН остудил действия провокаторов и призвал всех сознательных граждан к противодействию им. В то же время, по информации ОКЧН, по заводам и предприятиям развозили продукты, в частности мешки с мукой. Митинг у Совмина прокомментировал это так: покупают русских мукой. Так или иначе, спекуляции на русскоязычных жителях республики, вносящих достойный, а то и решающий вклад в отдельные отрасли промышленности, не состоялся. Русский неразменная монета для местных менял и ловчил у руля власти, а полноправные жители республики. Вот так вот писали в 91 году. И напоследок хочу, чтобы уже поставить точку в проблеме, зачитать интервью. Я нашла его в книге Валерия Киселева, нижегородского журналиста. Книга называется «Нижегородцы на Чеченской войне», 2000 год издания. Вот цитата. Журналист спрашивает у солдата: а местных жителей там много было? Солдат отвечает: много, и все русские, кто не смог раньше уйти. Из-за этого и пострадали многие. Когда берешь дом, даешь очередь в комнату, а потом смотришь, бабушка с дедушкой мертвые лежат. Думаю, добавить больше нечего.